Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Дальневосточный гектар начнут выдавать в арктической зоне России. Программу расширили, и оформление участков стало проще. Сразу на 16 пунктов поднялся Алекминск в индексе качества городов. Какие показатели позволили сделать этот прыжок? В Москве завершился международный конкурс молодых пианистов имени первого якутского композитора Марка Жиркова. Среди лауреатов есть и якутские музыканты. Дальневосточный гектар начнут выдавать в Арктике. Кроме того, россияне, успешно освоившие первый гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил, что с предложением выдавать землю в Арктике выступали представители предпринимательского сообщества. Премьер также отметил, что теперь оформление участков будет проходить по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. Особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. Предприниматели, которые успешно освоили выделенный гектар, предлагали скорректировать правила, чтобы была возможность получить еще один участок для развития своего дела. Это правильное предложение. Таким людям, безусловно, нужна поддержка. Правительство расширит возможности программы дальневосточного гектара. Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории арктической зоны. А главное, дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысит их доход, сделают жизнь более комфортной. В Мирном прошел форум социальных инициатив «Будущее алмазных городов». В форуме приняли участие глава республики Айсен Николаев и генеральный директор акционерной компании «Алроса» Сергей Иванов. В формате открытого диалога были рассмотрены проблемные социальные вопросы Мирнинского района. Подробнее в сюжете Марферины Алексеевой. Пожалуй, самая удивительная новость, озвученная во время форума, стало заявление о том, что акционерная компания «Алроса» с 2022 года планирует рассмотреть возможность финансирования оплачиваемого проезда для работников муниципальной системы образования и государственного здравоохранения Мирнинского района, а также работников детских садов, входящих в организацию «Алмазик», а это все детские сады в районе. Это обозначает, что у работников системы образования и здравоохранения появится возможность ежегодно иметь оплачиваемый проезд. На эти цели потребуется финансирование порядка 80 миллионов рублей ежегодно. Также со следующего года в планах компании предоставлять финансовую поддержку учреждениям образования для обеспечения бесплатными завтраками учащихся с 5 по 11 классы всех школ Мирнинского района. На эти цели в бюджете компании потребуется планировать финансирование более 100 миллионов рублей ежегодно. Мирнинский район будет единственным районом, где будет организовано бесплатное питание для всех обучающихся Мирнинского района. Это единственный район на территории Республики Саха-Якутия, где работники муниципальных учреждений образования будут получать ежегодно меры поддержки в оплате проезда к месту отпуска. Таких уникальных случаев действительно мало. Такие меры поддержки требуются, чтобы повысить качество жизни населения и привлечь квалифицированных специалистов. К примеру, в Мирнинской районной больнице численность работников составляет всего 64% из 100 положенных, в Удачном 70%, а в Айхале 50%. Все это сопровождается ветхим состоянием больниц и дефицитом современного медицинского оборудования. Сейчас утверждена программа с общим финансированием свыше миллиарда рублей, которая будет финансироваться в том числе за счет средств федерального бюджета, республиканского, муниципального бюджета. И компания «Алроса» уже сегодня подтвердила финансирование суммы свыше 200 миллионов рублей, которая будет направлена, еще раз говорю, на укрепление материально-технической базы, системы здравоохранения Мирнинского района, капитальный ремонт зданий, приобретение новой медицинской техники, в том числе высокотехнологичной, и приобретение автомобилей для системы здравоохранения.
В рамках форума был представлен новый проект «Конкурс «Территория Алроса». Лучшие социально-общественные проекты, реализуемые при активном участии общественности на территории Мирнинского района, направленные на повышение качества жизни населения, социальной инфраструктуры и комплексного развития городской среды, получат от компании на свою реализацию до 20 миллионов рублей. Для реализации проектов победителей ежегодно компания планирует выделять до 50 миллионов рублей. Также были затронуты вопросы переселения граждан с аварийных домов, состояния мостовых переходов и строительства дорог. Строительство компанией «Алроса» аэропорта «Мирный», строительство новых дорог – это реальный вклад в обеспечение транспортной доступности нашей республики. При этом социальная миссия «Алроса» по-прежнему состоит и в содействии развитию республики и росту благосостояния всех ее жителей. Алмазная компания – это не только добросовестный налогоплательщик, обеспечивающий до 40% поступлений средств в бюджет республики, но и активный участник реализации социально ориентированных экологических программ по всей Якутии. В целом, формат форума понравился всем участникам. Открытое обсуждение проблемных вопросов и предложения для их решения скажутся на качестве жизни населения уже в ближайшем будущем. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Предвидеть кризис и быть готовым к нему. Под таким девизом в республике проходит месячник охраны труда. В этом году внимание акцентируется на актуальных проблемах охраны труда и здоровья, на внедрении современных средств защиты. В рамках месячника проводят онлайн-семинары, выставку средств защиты, а также конференцию. Выберут и лучшего специалиста по охране труда. Отмечу, что 16 апреля является одной из знаменательных дат в истории профсоюзного движения России. В этот день, в 1905 году, в Санкт-Петербурге был создан первый союз работников печатного дела, а в этом году отмечается вековой путь образования профсоюзных организаций Якутии. На сегодняшний день мы по статистике где-то примерно более 90% рабочих мест оценены по условиям труда. Трудности в том, что некоторые работодатели не придерживаются охраны труда, не соблюдают нормы трудового законодательства в защиту работников своих, именно в части охраны труда. То есть предоставление средств индивидуальной защиты, оценка рабочих мест, по предоставлению возмещения по вредности, по гарантиям, которые предусмотрены федеральным законом. По итогам прошлого года Алекминск поднял свой индекс качества. Какие пункты позволили сделать шаг вперед и на что сейчас местные власти делают упор, знает Елена Фаст. Индекс качества городов. По итогам 2020 года Алекминск поднялся на 16 пунктов, выйдя из десятки городов России с худшими показателями уровня жизни. Какие же показатели позволили сделать шаг вперед? Главное – это у нас освещение, самое такое, увеличено на 3 балла. Так как мы большой упор делали на освещение наших улиц. Также у нас баллы прибавились по картографии. Наши баллы поднялись в плане вовлечения жителей. То есть сейчас жители стали более активно участвовать в городской жизни, больше приходят на общественные слушания, на наши воркшопы. Сегодня основной упор – дороги. Эта позиция наиболее слабая, признает Сергей Евгеньевич. Тем не менее, подвижки есть. Значит, это капитальный ремонт всей автомобильной дороги УМНОС, начиная от Селиванова, заканчивая Татарским кладбищем полностью. Это у нас вся уличная дорожная сеть. Это дорога, это тротуар, это освещение, это водоотведение. То есть канавы? Да, канава. То есть это у нас значительно вообще преобразит центр города Алекминска. Впервые для массового мероприятия был задействован Спасский сквер. Здесь проводили зимушку. Дизайнерские решения интересны. Кстати, единый стиль планируется применить в случае, если Алекминск сможет набрать необходимое количество голосов. Что же думают сами алекминчане? Меняется ли город? В лучшую сторону, конечно, город потихоньку меняется. Неплохой сквер, допустим, с детьми ходили, мы летом ходим сюда отдыхать. И площади почище стали у нас. Люблю свой город. Он, как говорится, неказистый, но я его люблю. И мне жалко и обидно, я когда смотрю, когда у нас некрасивые здания, когда у нас разбитые дороги, когда у нас бесхозяйственность. Но когда вот что-то новое появляется, конечно, радостно мне. Немного изменился в лучшую сторону. А что изменилось на ваш взгляд? Допустим, этот сквер поставили и реставрировали.
Пожелание тоже шаг вперед, ведь каждый из жителей любит свой город и желает не так уж много, чтобы любимый город стал еще и по-настоящему чистым и красивым. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Москве завершился первый международный конкурс молодых пианистов имени знаменитого якутского композитора Марка Жиркова. Десятки талантливых музыкантов из разных стран боролись за звание лучших. Среди участников и лауреатов есть и якутские ребята. О конкурсе и его участниках подробнее в материале нашего корреспондента Максима Кардозу. Этот конкурс еще до начала назвали настоящим прорывом для якутской культуры. В течение 3 дней впервые так массово музыка композиторов из нашей республики звучала в стенах знаменитой консерватории имени Чайковского. По условиям конкурса пианисты обязательно исполняли произведения якутских авторов. Для меня очень много было интересных откровений. Вот именно современных якутских композиторов, не только вот произведения Марка Николаевича Жиркова, а вот там Михеева, например, была очень интересная тема с вариациями. Ну и, в общем-то, когда мы выбирали программу для заключительного концерта, мы старались, чтобы познакомить публику с этими произведениями. Конкурс проходил в 3 возрастных категориях: младшая, средняя и старшая группы. Всего 30 пианистов из самых разных стран. Россия, Япония, Китай, Сербия, Колумбия. Представительство получилось внушительным. Где-то 2 месяца готовился к конкурсу. Мне преподаватель про него сказал, и было очень интересно. Я играл Герасимова «Халарок». Но я сначала не очень понял, в чем суть этого произведения, но постепенно начал понимать, и это было очень интересно. Из Якутии также приехало много талантливых ребят. Они были представлены во всех категориях. Мы показываем свою культуру, свою самобытность, свою музыку, искусство. Наше искусство — это, как бы скажем, приличная академическая музыка в особенности, потому что для фортепиано и для различных инструментов вокальные произведений написано очень достаточно много, и играть якутскую музыку — это очень ценно. Да. Игорь Захаров, выпускник Высшей школы музыки Якутии, в итоге стал лауреатом 1-й степени. В призерах оказались и другие музыканты из нашей республики. А гран-при конкурса увозит домой представитель Китая Ляо Тинхун. Все победители получили дипломы и денежные призы от 10 до 150 тысяч рублей. Кстати, организаторы уже объявили, что конкурс станет традиционным и будет проводиться раз в 2 года. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К этой минуте у меня все. Помните о безопасности, не забывайте носить маски, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.